Всем мира, друзья! Мы записываем это видео 25 июня 2021 года, и ровно год назад началось голосование по обновлению Конституции. И совершенно случайно получилось так, что темой нашего сегодняшнего выпуска стало соборное уложение 1649 года и его влияние на жизнь татар. Алга. Среди законодательных источников, определивших положение татар в российском государстве, о второй половине 16-17 веков соборное уложение 1649 года занимает особое место. От прочих законодательных актов феодальной эпохи оно отличается не только большим объемом, но и ролью в истории российского права. Уложение стало итогом всему предшествовавшему законодательству российского государства, важнейшим кодексом, изданным государственной властью в допетровский период. Это позволяет использовать данный законодательный памятник не только для анализа российского законодательства середины 17 столетия, но и для реконструкции правовых норм предшествующего периода, что особенно важно, учитывая его бедность значительными материалами о татарах. Уложение дает важную информацию о социально-правовой, экономической и политической истории России. В то же время его содержание не отражает многие реалии времени. Составители кодекса, следуя сложившейся традиции, стремились регламентировать прежде всего отношения, которые являлись приоритетными для целей государственного и общественного порядка. Поэтому в уложении видное место отведено определению понятий государственного суверенитета, безопасности, подданства, военного долга, государственных политических преступлений, детально разработаны вопросы материального и процессуального права, судопроизводства. Особое внимание законодатели уделили регулированию земельных отношений, регламентации прав и обязанностей различных категорий населения, в первую очередь дворянства, как господствующего военно-служилого сословия. Вместе с тем, в нем практически не нашли отражения разделы права, связанные с общественными отношениями. В частности, нет систематического изложения семейного права, тесно связанного с обычным и церковным. В соборном уложении 1649 года таким образом не были представлены области законодательства, в которых различия между русским и нерусским населением были наиболее существенны. В целом, моноэтническая ориентация кодекса видна невооруженным глазом, разве что термин «государствообразующий народ» тогда еще не придумали. Уложение создавалось под русского дворянина, посадского человека, крестьянина, холопа и так далее. Однако полностью проигнорировать факт превращения России в многонациональное государство законодатели не могли. Отношение власти к нерусским народам проявилось прежде всего в разделах кодекса, регламентирующих религиозную сферу и земельные отношения. Поддержание авторитета православной церкви как важнейшего атрибута самодержавной власти – одна из главных идей, заложенных в соборном уложении. Не случайно в своеобразной классификации преступлений, зафиксированной в нем, на первое место поставлены преступления против церкви, глава 1 о богохульниках и церковных мятежниках. А уже затем идут преступления против государства и особо государя, глава 2 против порядка управления. Тут мы понимаем, как выглядели нам известные скрепы еще в 17 веке. Именно уложение 1649 года закрепило за православием статус официальной государственной религии, одновременно представив русской церкви исключительное право миссионерской пропаганды в государстве. В нем пока отсутствовали нормы, столь характерные для законодательства XVIII века, согласно которым устанавливалось наказание для татар, склонявших в мусульманство языческие народы Поволжья. Однако уже жестко пресекались любые подобные действия в отношении русского населения. А будет кого бусурман каким-нибудь мерам, насильством или обманом русского человека к своей бусурманской вере принудит и по своей бусурманской вере обрежет, а сыщется про то да премя, и того бусурмана по сыску казнить, сжечь огнем без всякого милосердия, гласит статья 24 главы 22, указ, за какие кому чините смертную казнь и за какие вины смертью не казнить и чините наказание. Включение статьи подобного содержания в Общероссийский кодекс – явление весьма показательное. Оно свидетельствует о признании правительством факта существования мусульманской проблемы в России и одновременно выражает его позицию в данном вопросе. Многоконфессиональность российского государства нашла отражение и в других статьях уложения, в частности связанных с судопроизводством. В ходе судебных разбирательств, допросов и обысков показания свидетелей, истцов и ответчиков необходимо было заверять, приведя их к присяге.
В таких случаях русские люди целовали крест, иноземцы христианского вероисповедания ставили крест, а князи и мурзы, и татары, и чуваша, и черемисы, и всякие ясачные люди присягали по их вере по шерти. Понятие «шерть» означало присягу мусульман на Коране, язычников по своему обычаю. Применительно к народностям Поволжья подобный порядок впервые зафиксирован в указе, вышедшем не позднее 31 марта 1625 года, однако не вызывает сомнения, что у него гораздо более ранняя история. В соборном уложении принятие присяги по шерти встречается в статье 161 главы 10 о суде и в статье 3 главы 14 о крестном целовании. Наличие этих статей в кодексе позволило Федотову и Манькову сделать вывод о том, что в соборном уложении были признаны обычаи нерусских народов и юридически зафиксирована возможность применения их обычного права. Соглашаясь с данным утверждением, необходимо все же подчеркнуть, что для самодержавия этот шаг был вынужденным. Законодатели пришли к выводу, что присягу нужно требовать в соответствии с той религией, которую исповедует человек, дающий показания. В противном случае она никак его не обяжет. Большое внимание в соборном уложении уделялось регулированию земельных отношений, в частности по местным землям, как одной из господствующих форм феодальной собственности. Статьи 41-45 непосредственно касаются татарского населения Поволжья. Разумеется, их содержание не дает целостной картины правового статуса татар-землевладельцев. В них получили отражение лишь те положения, которые выделяли эту группу из всего российского феодального класса. Несомненно, что на татар распространялись нормы, зафиксированные и в других статьях этой главы, в первую очередь регламентирующие положение иноземцев, состоящих на русской службе. В правовом отношении служилые татары были ближе к иноземцам, нежели к русским служилым людям. Это дает основание с некоторой долей условности считать правовые нормы, касающиеся иноземцев, применимыми и к татарскому населению. Содержание статей 43 и 45 главы 16 о поместных землях указывает на юридическое оформление в середине 17 века существования особого земельного фонда, в который входили поместья нерусских феодалов. Земли из этого фонда находились под патронажем верховной власти. Они не могли отчуждаться русскими служилыми людьми и перераспределялись только внутри представителей данной группы населения. Наличие этноконфессионального неравенства внутри российского служилого класса прослеживается в статье 42. Согласно ею, служилых татар изымались так называемые оброчные земли, то есть те, с которых они уплачивали государству определенный сбор и которые не принадлежали им юридически. При этом целью правительства, по мнению Манькова, было намерение передать эти земли русским дворянам в поместье. Укрепляя подобным образом русское дворянское землевладение, государство не только ослабляло позиции нерусских феодалов Поволжья, но и сознательно приносило в жертву свои фискальные интересы, поскольку оброчные земли были существенным источником денежных поступлений в казну. Понятие «татарин» встречается в тексте уложения в 14 статьях. Меж тем термин «иноземцы» фигурирует в 35 статьях, мурзы в 5, люди ясачные в 3, чуваша, черемисы, ватейки в 4, иноверцы и бусурман в 1. Наименование татары, татарове и татарчонки широко употребляется в главе 20 суд о холопах в содержании 6 статей, одной из самых больших в кодексе, которых 119 статей. В главе 20 соборного уложения представлена законодательная практика более ранних лет. Например, в статье 70 нашел отражение известный по указам 1620-х годов принцип «а иноземцам, некрещенным на Москве и в городах, держать у себя во дворах иноземцев же всякого разных вер, а русским людям у иноземцев некрещенных по крепостям и добровольно в холопстве не бытие». Согласно статье 74, татар, видимо, дозволялось держать у себя в холопстве как нерусским, так и русским владельцам. Единственным требованием при оформлении купчих на них в холопьем приказе было то, чтобы татарове, на кого именем те купчие написаны, те купчих не лживили. Следует, однако, воздержаться от прямой идентификации этих татар с татарами, проживавшими на территории бывшего Казанского ханства. Например, в статье 98 говорится о купленных людях татарского полона, в статье 99 сообщается о татаровях, купленных на Дону, в статье 117-118 о татарах и татарчонках, приобретенных в Сибири и Астрахани. Маньков отмечает, разумеется,
под понятием татар могли подпадать представители других народностей указанных областей. Это происходило потому, что и в рассматриваемый период, и гораздо позднее нерусское население южных и восточных окраин России даже в официальных документах именовалось общим этническим понятием татары. Соборное уложение установило, что в Сибири и Астрахани татар отныне мог приобрести любой желающий, за исключением воевод и всяких приказных людей, которые у государевых дел будут в Сибири и Астрахани. Соборное уложение вобрало в себя почти вековой опыт законодательного регулирования жизни населения бывшего Казанского ханства. Анализ законодательного памятника показал, что в целом линия официальных московских властей заключалась в признании за нерусскими народами Среднего Поволжья основных прав русского населения, разумеется, в рамках соответствующих сословных категорий. Общие тенденции в развитии законодательства того времени обусловили то обстоятельство, что понятие татары встречается на страницах соборного уложения преимущественно в лице феодальной верхушки, правовое положение которой было сопоставимо с положением русских служилых людей. В то же время государство сознательно обособляло татарских князей, мурз и служилых татар, превратив их в замкнутую этносословную прослойку. Права нерусских феодалов на свободное распределение земельными владениями, за которые они несли службу, ограничивалось. При прочих равных условиях закон всегда становился на сторону православного человека, когда на ситуацию влиял религиозный фактор. Друзья, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С вами был Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булагас и до новых встреч. Пока.